Проектирование продолжения улицы Первомайской в столице Коми начнется не раньше 2023 года. Об этом рассказали представители мэрии во время совещания в Госсовете Республики, посвященного подготовке к новому сезону дорожных работ. В этом году в Сыктывкаре планируют отремонтировать 14 участков дорог. Изменения ждут не только оживленный центр, но и небольшие улицы. Какие именно, знает Ксения Лосева. Весна и лето, вне зависимости от погоды, самая жаркая пора для дорожников. Пока во многих муниципалитетах Коми заканчивают последние приготовления к новому сезону, в Сыктывкаре кое-где работы уже в самом разгаре. Так, ремонт начали на 3 объектах – улицах Радиологическая и Индустриальная, а также на Сысольском шоссе. Чтобы войти в новый сезон в штатном режиме, Коми-дорожная компания провела предварительную работу, в том числе и с ресурсоснабжающими организациями. Мэрия тем временем следит за текущим состоянием дорожного полотна. Наблюдаем за этим и в благоприятный период времени, к которому мы сейчас подходим. Конечно же, эти работы будут проведены у нас на контроле и положение дел, и контроль качества и контроль за текущим состоянием. Это улица Советская. Если вы видели, на улице Советской такие работы уже начались на пересечении с Коммунистической. У нас также такие работы намечены по улице Ленина, где на одном участке, всего лишь непротяженном участке от улицы Пушкина до Донной Кариковой 4 технологических приямка были, и они также требуют восстановления. Всего по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в этом году планируется отремонтировать около 12,5 километров сыктывкарской агломерации. На эти цели предусмотрено почти 330 миллионов рублей. К имеющимся планам предполагается добавить еще 6 километров. Это участок улицы Первая Промышленная, которая соединяет объездную дорогу с Октябрьским проспектом. О необходимости ремонта этого отрезка давно говорят горожане и предприниматели. Обеспеченность материалами на высоком уровне. Основная у нас проблема – это оптимизация расходов Коми-дорожной компании, потому что есть определенные проблемы по износу дорожно-строительных машин, есть проблемы по износу асфальтобетонных заводов, и нам крайне необходимо сокращать стоимость строительных материалов. Да? Сейчас это достаточно такая трудоемкая работа. Несмотря на повышение цен на строительные материалы, все намеченные работы будут выполнены в срок, обещают в Коми-дорожной компании. Не забудут и о пешеходных зонах. Так, в этом году по национальному проекту в порядок приведут тротуары по улицам Куратова, Судостроительная, Маегова, Олега Кошевого, Магистральной, Индустриальной, Пушкинскому проезду. Также работа по пешеходным зонам предусмотрена и в рамках программы формирования комфортной городской среды. Она затронет улицы Коммунистическая и Димитрова. Кстати, участок от улицы Старовского до Морозова приведут в порядок уже совсем скоро, к концу мая. Ксения Лосева, Павел Люлян-Мин, телеканал Юрган, Сыктывкар.